Он который у нас... мифологический. А? Мифологический. Это сделано так, да? Да. А вот этот дракон, видите? Вот Голова его голова, тело. и хвост. Вот этот. Не, я вот продолжение этой темы, потому что у нас сделан был на гербе Казанской губернии, и сделан был на гербе Чебоксар. Ну, это очень распространенный мифологический сюжет. Это как бы противостояние добра и зла, да, Запада и Востока. Это аналог, допустим, Георгий Победоносец, поражающий, вернее, вот там дракон, который поражает, так, да? Это вот интерпретация уже вот, видимо, такого оригинального характера, да? Да. Точно, это так. Вот интересно еще, где его производили. Может быть, Чебоксаров его делал. Он внутри пустотел, и мы специально, смотрите, я его разберу. Вот. Он вот такой внутри. Вот. Его можно взять в руки, вот это возьмите, он целый. А он за счет чего держался? Это как Потому что это плитка? Да, это печная плитка. Он сажался на раствор, и как бы это... И за счет того, что внутри, значит, там воздух, видимо, что там? Ну, теплоемкость какая-то была, может быть, сохранение, да? Да. Но это вообще уникальная вещь, да? Уникальная. Для Чебоксар уникальная. До этого мы вообще не находили. У нас в 2013 году есть похожий один из розец, но он чуть позднее, он уже с глазурью зеленой. Это же мы с тобой говорили, что это нижегородцы там глазировали эту вещь. Да. Тогда это там производили, а это здесь кто производил? Никто не знает, это нужно изучить. Поскольку Чебоксары, видите, не изучались, может быть привозная, а может быть здесь сделали. Довольно тут... Он какой-то кривенький, косенький, может быть, все-таки его здесь сделали. Допускаю, но в то же время какое мастерство того человека, который вот штамп делал, да? Да? И плюс пропорции, все это хозяйство, это интересно вообще. Это у нас крылья. Крылья они. Нет, не гусь, это конь. А не кисточкообразные? Кисточка, это как лев. Это знаешь, вот есть у Владислава Николаева есть медальон, он делал по образу, значит, тех монет, где чеканка была льва, кисточкообразный лев там присутствует. Да, совершенно верно. Это, видимо, и задняя часть львиная, да? Да. И ноги, в общем-то, но когти птичьи, хотя 5 пальцев. У птицы 3 только. Да. Тут такое мифологическое сочетание птицы, льва и всего. А здесь вот видите, пасть сохранилась с языком, с глазами, змеиная пасть. Сейчас пока еще до конца не очистили. Нет, вот видите, даже не помыли еще. Вот это займись вот этим, вот это самое главное, это вот такая вещь, вот два артефакта. Да. Вот иконка и вот это так, да? А забор уже элемент, наверное, более поздний. Поздний, скорее всего, штампованный. Это даже, да, скорее всего, так, да. У нас образцов еще много, но в обломочном состоянии. Тоже. Это вот это напольный. Нет, это маковки Николаевского собора были украшены. Вот такой плиткой. Это лемех называется. Да. Но лемех это же крышу крыли, лемеха. Крышу. Но они вот эти вот главы собора. Обычно в старину лемех делали из осиновых досок. Так, да? Это уже более поздний период, видимо. Это уже из керамики делали. Да. А крепеж, здесь крепеж есть. Гвоздем, наверное. Это уже опыт, европейский опыт. Да. Вот уже европейский опыт. На них глядя, они Да. То есть это уже более такой. И есть описание уже историческое. Вот когда описывал архитектор Некрасов этот собор, он пишет, что очень красивый, зеленый, вот такой малахитовый цвет, и это свидетельствовало о богатстве этого собора и о значимости. То есть это не рядовые были украшения. Уникальные вещи. А вы еще вот целый кувшин не видели? Я еще хочу. Вот эти монеты, это ружейный кремень, это вот кресало и огниво, это в кремневые вот эти ружья вставляли, это ножницы. Это уже более позднее, 19 век, наверное, да? Ну, надо по типологии посмотреть. Вот это позднее, это может чуть раньше. Вот это вот, таких много у нас деталей. Это украшение для сосуда. Так, рукоятка какая-то, да. Это вот примерно вот так, наверное,